В зале собрались журналисты, представляющие местные, российские и зарубежные печатные издания и телевизионные каналы. Вопросы, которые задавали Юнусбеку Евкуров, затрагивали все аспекты жизни республики. Еще несколько лет назад трудно было представить вообще, что в республике будет проведено такое массовое мероприятие, да, с участием массового населения. Это означает, что период нестабильности закончился, на ваш взгляд? В принципе, мероприятия вчерашние они завершились, как ни странно, при таком массовом скоплении народа без всяких ЧП, что нас, естественно, беспокоило. Но опять же, это не значит, что мы завершили празднование 20-летия республики. Мы продолжаем это до конца года. В рамках 20-летия республики делается огромная работа по всем направлениям, как по линии социально-экономического, так и по культурному, по духовному, по всем сферам жизни, деятельности нашего субъекта. Поэтому, конечно, до конца года планируется ряд масштабных мероприятий. Мы планируем посетить хорошими артистическими группами ряд регионов Российской Федерации. 19 числа планируется хороший, мощный концерт июня 19-го в Крылевском дворце. В августе, в сентябре мы планируем посетить Казахстан, Кыргызстан, где у нас довольно большая диаспора проживает. И один из таких концертов для наших земляков, которые живут за пределами страны, дать в Европе. Я думаю, что Авдеев точно там работа идет, чтобы туда собрать всех, кто у нас в Европе находится, земляки наши за границей. Могли бы тоже приехать, посмотреть, поучаствовать. Вот такие масштабные мероприятия, но при этом понятно, что основной упор делается на то, чтобы реализовать федеральную целевую программу, региональные наши программы, и в рамках этих программ улучшить максимально жизнь и быт наших жителей республики, придать облик республики совершенно иной, чтобы он был такой современный, приятный, но при этом с национальным своим колоритом. Ну и развивать то, что мы в стратегию закладывали. И Джейрасский район как основную базу туристического кластера и другие районы нашего региона, в том числе во всех сферах деятельности. Люди соскучились, они реально соскучились. И если и вчера, и позавчера мы видим, что вместе ожидаемых там прогноз там такой, или приглашенных, приглашаем там 1000 человек, а приходит там 10 тысяч, люди просто соскучились. Соскучились по хорошим мероприятиям. И я понимаю прекрасно, чтобы их перестроить, надо почаще проводить такие мероприятия. И в летнем амфитеатре. Посмотрите, в Джейрасском районе, когда мы турнир М1 проводили. Ну, я не знаю, там по головам не считал, но по прогнозам, по всем, там, и пограничка еще докладывают, и сотрудники МВД, то, что считалось, от 17 до 20 тысяч человек там поприсутствовало. Вот представьте, это на такой красоте, и в такую даль люди поехали же, и ночью там до 12, до часу возвращаются обратно. Значит, людям нравится это. Это одно. И второе, я бы не сказал, что, да, бесспорно стабильность. Это бесспорно, тут гадалки не ходи, это так есть. Но тем не менее, стабильность, она не от того должна, что вот давайте мы стабилизируем обстановку, а потом будем проводить хорошие мероприятия. Так не должно быть. Мероприятия планово должны проходить. Вчера даже те наши жители, которые не смогли пройти в летний амфитеатр по причине того, что невозможно всех там вместить. Ну, даже если они вчера были недовольны, но они не могут не гордиться тем, что у нас появился такой объект, и они не сегодня, так завтра, все равно рано или поздно туда попадут и увидят эту красоту. То есть не могут они не гордиться мемориалом памяти там, или другими объектами, которые строятся. Да? И я думаю, что не взаимосвязано это, что первично, что вчера. Все должно идти планово. Да, будут хулиганы, будут те, кто нарушает закон, они есть, всегда были, даже в суперразвитых регионах или странах мира. Они есть. Бесспорно, это человеческий фактор, он присутствует. Но нам не надо на это оглядываться.
Вот если мы сегодня, там где-то есть бандиты, мы пока их не уничтожим, наш детский садик строить не будем, или концерт организовать не будем. Нельзя на это обращать внимание, наоборот, надо делать красиво. У вас есть какая-то программа сотрудничества с иностранными инвесторами? Во-вторых, кроме природы, здесь еще есть очень большие запасы природных ресурсов, в том числе нефть и газ, который стоит 60 миллиардов долларов. Но одновременно Республика Ингушетия является одним из самых не очень богатых регионов России. Скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете использовать эти преимущества? У нас бесспорно город Магас является одним из побратимов одной из провинций китайской. Мы уже в Шанхае, когда были, кстати, я до сих пор впечатлен красотами Шанхая. И я специально выехал, мне рассказывали, что вот в Шанхае красиво, а за пределами Шанхая все там в бедности, нищете. Я проехал специально где-то 150 километров за Шанхай. Мы выехали. Я им все никак не мог понять, мы в Шанхае или уже в бедном квартале, да? Настолько все великолепно развито, я просто это искренне говорю. Мне было интересно понимать, почему, потому что у нас проблема такая же, как у китайцев. То есть народу много, а земли мало, да? У нас такая же ситуация. У нас где-то 150 человек на квадратный километр проживающих. Понимаешь, это очень такая плотность, очень сильная. И нехватка земли. Я там изучил. И этот опыт тоже сюда перенес. Строю сейчас квартирные дома. Но в Китае там сделано так. Трехэтажные дома стоят, построены. А сзади выделены небольшие участки, чтобы человек мог там сажать на земле, что-то делать, выращивать свою продукцию. Мы же не выделяем землю сейчас. Решили сделать так, что мы отводим под целевое. Там, с ГУП выделяем землю. И человек, если хочет заниматься, мы им выделяем там, по 4 сотки земли, пожалуйста, сажайте. Но целевое. Только для того, чтобы вот здесь, в этом году это может быть здесь, но в радиусе это будет там 1,5-2 километров от того места, где он проживает. Легче было дойти до этого. Вот мы этот опыт переняли от китайцев, когда мы там были. У нас есть взаимоотношения, у нас есть подписанное соглашение с рядом инвестором, в том числе по агропромышленному комплексу. В туристическом плане сейчас тот якорный инвестор, руководитель банка «Акрополь», Панков Ахмед, он занимается в том числе и по этим деньгам, про которые вы сейчас говорили, там более 3 миллиардов долларов, которые они хотят инвестировать сюда. Мы их тоже заманиваем к себе, чтобы показать возможности. И я думаю, что должно у нас что-то получиться в плане того, чтобы китайцы заработали. У нас была такая мысль, она тоже имеет место быть. Я посещал сам завод, производить здесь сборку автомобилей китайского производства, в том числе на территории республики. Если брать по нашим богатствам, которые сегодня есть, я бы не хотел сегодня их трогать. Вот реально там, ну, по нефтегазовой отрасли, нефть мы передали Роснефти, и мы сегодня получаем прибыль не только в виде налоговых поступлений в бюджет, но мы получаем прибыль больше хорошим законом обслуживания тех скважин, которые есть. То есть там работа идет таким образом, чтобы законсервировать все старые скважины, очистить их, а новые скважины делать на современных условиях. Это большой плюс, в первую очередь для того, чтобы не допустить вот этих оползневых явлений, которые мы получили в Малгобекском районе. А мы их получили буквально за 20 лет постсоветского периода, когда просто нещадно, незаконно, совершенно игнорируя все требования, которые технологии, просто качали нефть и все. А какие-то там вопросы, связанные с экологией, не проводили. Мы сегодня, там, Роснефть это все вычищает в этом направлении. Других вещей мы не хотим. У нас есть различные виды гранита. И черный, и белый, и серый, там это, ну, супер. У нас есть хорошая древесина. У нас есть много других вещей. Цемент можно, известняк можно, соль добывать, такие бренды. Вот то, что мы говорили даже
3 горных обогатительных комбината, которые могут произвести стекло любого цвета в республике. То есть вот эти возможности есть, но мы не хотим это развивать. Почему? Потому что мы тогда бренд, главное, Ингушетия, это самый экологически чистый субъект, потеряем. Не хочется это делать. Хочется больше упор все-таки делать на развитие малого индивидуального предпринимательства, упор делать на вот такие, как мы говорим, сборочные цеха, например. Тем более территория небольшая, население тоже не такое большое. И нам бы достаточно было бы поставить там 5, 6, 10 текстильных фабрик швейного производства, что мы сейчас тоже работаем над этим, для того, чтобы занять наших женщин, которые безработных очень много. Второе, поставить там несколько цехов по производству вот этого, что тоже сейчас у нас работает и с китайской стороной, и с корейской стороной, и, кстати, с Министерством обороны идет вопрос по строительству завода, по капитальному текущему ремонту военной техники в районе Карабулака. Вот такие вещи, если поставить, мы бы, не нарушая экологию, спокойно могли бы работать. А наши запасы, они были бы все равно богатством, они никуда не денутся, они бы у нас оставались. Вот такой план у нас. Ну, будем надеяться, что ваши земляки с удовольствием дойдут, тем более вы там расскажете, что у нас все спокойно, нормально, и они придут работать. Я еще добавлю, ну, насколько я знаю, китайцы это тот народ, который не боится никаких там сложностей, трудностей. Наоборот, там, где говорят, что там опасно, обязательно появляются китайцы. Существует понятие такое, как оппозиция. Есть ли у вас оппозиция? Знаете ли вы, если есть, то этих людей и существует диалог? Есть оппозиция, если ее так можно называть, да? Те, которые не согласны, здесь это нормальное явление. А не согласны там с тем, почему мы строим дорогу, а почему не строим там школу, да? Почему мы строим школу, почему не строим садик? Но это опять же в семье тоже как. Сын или дочка говорят, мне куртка не нужна, мне купи там джинсы. Отец, мать лучше знает, да, что ребенку купить. Куртку или джинсы. Значит, дальше же все видит. Так и здесь. Приоритеты все-таки есть, и мы тоже из этого исходим. Но когда человек уже довольно серьезно реагирует на те, опять же, как ребенок, да, ногами топчет и все, говорит, мне вот джинсы и все. Куртка не нужна. Многие задаются вопросом, вот тот же мемориал памяти, зачем он нужен? Или летний амфитеатр, зачем он нужен? Лучше бы поставили школу и садик. Но я им уже пытаюсь объяснить, что садиков и школ нам надо вот такое большое количество. И еще не факт, что я за 10 или за 20 лет их любой там руководитель построить, да? Это такой этап долгий. Но летний амфитеатр, который сейчас есть, если я его поставлю, то я могу 10 лет об этом не думать. Он стоит. Мемориал памяти, если я его поставил, я могу 10 лет о нем не думать, да? Он стоит. То есть, что лучше для меня, как руководителя, приоритетно, что? Вот, естественно, приоритет этот. Но есть те, которые, когда это все, когда происходит, понимают, что я был прав, и говорят, все, вопросов нет, отлично. Все, вывод. А есть те, которые просто душевно больные, которые не хотят ни с чем соглашаться. И даже если сделать по-ихнему, то есть если летнего театра поставить садик, они все равно будут больны своим воображением. Почему? Потому что у них совершенно другая цель. Оппозиция, я считаю, тех, кто реально болеет душой, понимает тему, владеет обстановкой, и да, у них есть полное свое представление, но они соглашаются хотя бы с какими-то вещами, которые происходят для блага населения, для блага республики, да? Но те, которые вообще никак не соглашаются, я их не считаю оппозицией. Я общаюсь со всеми. Народ Ингушетии особо ждал сегодня, наверное, выступления нашей любимой группы ЛКР. И вот буквально недавно появилась информация о том, что этот концерт отменяется. Действительно, соответствует ли эта информация все-таки действительности? Если да, то почему? И если есть такая возможность, когда будет действительно концерт? Когда все мероприятия там закончились, посовещались, мы решили отменить. Почему? Потому что, во-первых, народ не придет 1200. Чтобы зайти в амфитеатр. Народ после того, когда мы организуем это мероприятие, амфитеатр заполнится, не уйдет оттуда. И вчера, я опять же повторяю, мне
понятно, почему тебя наша молодежь, там, ребята, там, все ведут себя так, почему? Потому что соскучились они по таким мероприятиям, хотят они этого всего. Мы сегодня и завтра хотели все это организовать на стадионе, чтобы больше народу собрать. Но, понимаете, стадион для игры. Мы летний амфитеатр сделали для того, чтобы там проводить вот такие, тем более он очень красивый. Его надо использовать. Для того, чтобы проводить вот эти красивые мероприятия, выступления. И мы все должны привыкнуть к тому, что если у тебя есть билет, иди. Если нет билета, не ходи туда. Не ходи туда. То есть не создавать там предпосылки. Вчера что получилось? 80%, которые в зал прорвались, это все без билетов. А все, кто с билетами, они остались. Но тоже несправедливо. Поэтому мы сейчас хотим проработать программу, во-первых, сделать так, чтобы все было платно. Отучить людей от вот этого бесплатного там шоу, зрелищ. Это неправильно. Тот же бои в горах. Вот приехали люди, ну, берем даже минимально 15 тысяч человек. Если каждый заплатил по 100 рублей за это зрелище, ну это хотя бы те деньги, которые мы заплатим уборщикам, которые заведут после этого всего порядок. Так нет? Как мы за порядком не следили, все равно кто-то что-то бросит. Или же вложим на какие-то другие цели. Купим там 100 компьютеров на эти деньги, купим там еще чего-то. Ну, в конце концов, купим там аппаратуру для чего-то. Ну, как-то вот вещи проводить. Но это не то, что мы хотим деньги собирать с людей, а то, чтобы приучить всех к цивилизованным вещам. Что все должно быть вот таким вот образом. Нигде нет такого, чтобы прийти, открыть ворота, идите все смотрите концерты или вот такие массовые выступления. Это тоже важно понимать. Зная, что сегодня нам не справиться с этой задачей, опять же, и привлекать, отрывать огромное количество сил и средств. Вчера люди все устали. Мы вот такой вариант хотели 12-го сделать на стадионе, но не успеют там аппаратуру со всеми этими сценами. Мы этот концерт ЛКН, он хорошая группа, его любит молодежь наша, не только наша молодежь, я скажу. И я был в Селигере, на Селигере, и когда там буквально там даже иностранцы, когда сказали, направьте сюда там концерт, и мы там дали концерт ЛКН, я там обеспечил, чтобы они выступили. Я скажу, довольно такое большое количество молодежи уже имеет понимание, что такое ЛКН. Да, они хорошо поют, и главное, что они хорошо поют. И поэтому мы переносим этот концерт на более такое благоприятное время и хотим организовать, чтобы он был организованным. Чтобы он был организованным. А делать так, как вот вчера, например, ну, мы не организуем, не сможем. Мы создадим там претендент, и так у нас вчерашние мероприятия прошли. Рисковать этими вещами нельзя постоянно. Ну, как бы вот, как вам сказать, вчера повезло, сегодня может не повезти. А там все-таки давка, и не дай бог кто-то там, что-то случится, зачем потом кусать в локти? Тогда и концерт мы сорвем, там придется отменять в начале уже, да, или в ходе концерта. Вот этому все. Ну и второе, надо успеть навести порядок там. Хотим, не хотим, вы сами свидетели вчерашнего, сколько народу, надо навести там порядок.